Несмотря на пасмурную погоду, работа по строительству пятой школы в Плиево в самом разгаре. Иначе никак. Ведь специалистам необходимо сдать объект к концу текущего года. Работы много. Здание подрядная организация «Евростройсервис-2010» возводит с нуля. Работы идут одновременно на 3 этажах. Первый этаж проведено штукатуривание, электрика, проведена вентиляция полностью. Материалы все завезены, в принципе, уже на всю школу. Просто последовательность работ должна соблюдаться, чтобы друг другу не мешали работники. А электрическая часть, полностью разводка проведена. Осталось там у нас 3-й этаж. А штукатуривание идет у нас 2-го этажа. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 720 мест для ребят с 1 по 11 классы. Работу по возведению Альма-Матер начали в июне прошлого года. С этого времени также ведется контроль работы на участке. Технадзор здесь 24/7. Они ведут проверку качества входящего материала и всего технологического процесса в соответствии с проектно-сметной документацией. Отклонений вроде нет. Но если и бывает, тогда совместно мы исправляем с ними. Но от графика мы не опаздываем, идем совместно с графиком производства работы. О том, что общеобразовательное учреждение было необходимо для сельского поселения, вопрос стоял давно. В Плиево 4 средние и 1 основная школы. В той, которую возвели около 2 лет назад, мест не хватает. Она рассчитана на 420 учеников, а получают знания там сейчас около 800 ребят. Я надеюсь, что и улучшится и образование, и детям будет более интересно, потому что я в новой школе, там очень много кабинетов будет, много инвентаря будет. В работе задействована вся современная техника. Тракторы, подъемные краны, гусеничные тракторы. Управляют ими и в целом занимаются работой 70 квалифицированных специалистов. Остались поэтажные работы. Вот 3-й этаж остался нам, штукатуривание, электрика. Внутренние работы такие вот остались. И потом уже будет чистая работа. Из-за того, что после обильных дождей здесь стоит слякоть, к благоустройству территории строители приступят чуть позже. В планах здесь проложить асфальтовое покрытие и построить спортплощадку. Инвентарь для нее уже закуплен, как и мебель для школы. Парты, интерактивные доски, шкафы, сантехника и прочее. Бюджет на возведение общеобразовательного учреждения составил 480 миллионов рублей. Мадина Цора, Акрамат Десхоев, Магаз, 24.